вас на столе давнишку, да? Сегодня мы будем с вами ее создавать и программировать. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вось так при допомозі планшета можна створити казку. Робот складається з набору лего і батарейки, а рухається при допомозі спеціальної комп'ютерної програми. З лютого ази робототехніки і програмування почали освоювати і навченці середньої школи номер 13. Сначала он говорит, начинаем бег на месте, и потом он бежит. Свою першу програму пише четверокласник Валерій Володько. Ось його при допомозі некількох команд створює анімірованого героя. Я недавно занимаюсь программированием, но мне интересно чем? То, что там можно анимировать всяких животных, мифических существ и делать диалоги. Проект соціальний. Усі набори лего і планшети не були спонсори, а проводять занятки выкладчики інформатики. У 5 групах 60 хлопчиків і дівчинок. Гэта вихованці домов сімейного типу, соціального притулку обласного центра, діти з неповних ці шматдітних сім'їв. В нашем STEM-центре обучается 60 детей, воспитанников домов семейного типа, воспитанников социального приюта города Бреста, а также детей из многодетных семей, малообеспеченных семей и семей, которые находятся на опекунстве. Піонерами у створенні STEM-центрів у регіоні стали Барановичи. У Бресте ж гэта першая спроба. Те центры, которые на сегодняшний день являются лидерами в области создания программного обеспечения, компьютерной техники, робототехники, очень заинтересованы в том, чтобы к ним уже приходили высокосмотивированные работники, грамотные работники. А для этого нам в системе образования необходимо выстроить общую систему, которая позволяла на первом этапе привлечь внимание ребят, затем увлечь их этим процессом. І, як азначаюць выкладчыкі, пакуль для гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак гэта першыя крокі ў роботатэхніцы, але ўпэўненыя. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».